Еще раз здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Доброе утро» и я ведущая Анна Гончаренко. Покорить Эльбрус легко, но сделать это в компании четвероногого друга по силам далеко не каждому. И совсем недавно это все-таки удалось сделать нашему земляку Алану Саркитову. Более того, он снял об этом фильм. О том, как прошло восхождение, и не только сегодня мы обсудим с ним. Алан, доброе утро! Доброе утро. Спасибо, что сегодня с нами. Алан, расскажите, пожалуйста, вы любитель, так вышло, да, так получается, любитель горных восхождений и походов. Как давно вы этим увлекаетесь? Дату, конечно, не вспомню, но, как сказать, как патриот больше скажу. Патриот значит любитель своих вершин, любитель Эльбруса, горы, у подножия которой мой народ живет не 1000 лет. Само собой стремление покорить было вообще в давние времена, о которых уже сейчас много не помнят. Даже не покоривший Эльбрус не имел права жениться. Ну, то есть как какое-то вот событие. Да. То, что вот должен какой-то мужчинский поступок совершить, не совсем, конечно, на медведя или на волка пойти, но в то же время достойное что-то. Вот такие были времена когда-то. И вот что-то вот это откладывается, кровь как-никак течет своих предков. И вот это вот отразилось. Было желание покорить Эльбрус, этим занимался, ну, как сказать, по мелочи, по возможности что-то совершал. Там недалекие вершины, Тиберда, допустим, Мучкекен, допустим. Там ходил, там подымался. Но, конечно, по сравнению с Эльбрусом, даже с его седловиной, это ну, ни о чем. Но все-таки, Алан, сколько лет вы увлекаетесь горными походами? Ну, грубо говоря, вы скажете год-два, или, может быть, у вас вообще уже 5-летний, 10-летний опыт? Опыта, ну, практически нету. Пришло, да, вот назначили дату восхождения, и перед датой какие-то тренировки делаю. Потому что, особенно в первый раз, когда это у меня было, это был 2020 год, кстати, первое восхождение на высшую точку Эльбруса. И вот тогда, и то, я спросил у своего товарища, Асхата Гузоева, как это, что мне хотя бы что-то делать, мало ли вдруг подкачаю. Сказал, там на высоту какую-то поднимайся, спускайся с весом на спине, 15 килограммов 10 вешай и походи. Но если хочешь хотя бы что-то, какие-то тренировочки. И я вот это вот делал, и все, пошло. А так, остальные дни, остальные времена, такой легкий спорт для себя, и никаких тренировок, никаких походов. Вот. Но это и прекрасно, что, грубо говоря, вы не так давно, да, в этом деле, но уже покорили Эльбрус, уже сделали такое восхождение, да, которое вошло в книгу рекордов Гиннесса, и более того, сняли об этом фильм. В общем, от того, оно и все и прекраснее. Скажите, я, насколько знаю, это ваше второе восхождение на Эльбрус, правильно? Да. Первое было самостоятельным, да, а потом уже с собакой. Первый раз, само собой, нужно сначала узнать, сможешь ли ты сам. Но я смог. И легко не скажу, но сумел. Не прям тяжело, но получилось. А потом уже во второй раз, ну уже сами знаете, что было второй раз. Да, я сами знаю. Вот как раз, если говорить о вашем втором восхождении, вы покорили Эльбрус не в одиночку. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Мой друг, мой товарищ Асхат Гузоев, балкарец из КБР, с аула Верхняя Балкария, корни у него. Первый раз мне тоже подумал, он этим занимается всю жизнь. Ну как, его цель была заниматься вот этим, тоже как патриот, этим жить. Вот как говорится, найдите работу, которая вам по душе, и вам никогда не придется отдыхать. Вот этим он и занимается. Он восхождением набирает команды и поднимает на Эльбрус, где в год раз 20 минимум у него это получается. Да. Но это его жизнь. И многих звезд мирового масштаба он поднимал туда. Олег Токтаров, кто еще? Лошадей, кстати, второй раз в истории мировой то, что поднимали на Эльбрус. Первый раз это был Абдулхалим Эльмезов и Клычгири Урусов и другая компания. А вот второй раз, благодаря ему это произошло. Ну, ребята отсюда, с КЧР. И главный гид, конечно, был Асхат Гузоев. Если видели ММА турнир почти на вершине Эльбруса, на высоте 5 с чем-то,
произошел тоже впервые в истории. Команда Азамата Кубанова, бойцовский клуб «Дикая дивизия». Они устраивали, вот это тоже благодаря ему произошло, тоже он подымал. Потом спарринг, тренировки, прямо на самой вершине Эльбруса происходили по 5 спортивным номинациям. Если есть необычного восхождения, то это к нему. Да. Самые подвиги, которые даже, можно сказать, по международным стандартам запрещены, это к нему. Это делает он. Для тех, кто горячей крови. Да. Так, ну, в общем, расскажите, вот очень действительно интересно знать, когда, зачем, почему, как вам вообще в голову пришла идея покорить Эльбрус, ну, получается, да, со своим коллегой, но еще с собакой по кличке Басхан, правильно, не ошибаюсь? Да. Если честно, была идея совершить что-нибудь такое, то, что никто не совершал, а вот саму идею, это случайным образом есть такой уже взрослый мужчина Мурат Байчура, он общественный деятель, много чего полезного для своего народа, для своей фамилии сделал. Он случайно в одной группе, в одной исторической группе на WhatsApp говорит, там про лошадей разговоры шли как раз, он говорит, надо было и собаку туда поднять, волкодава нашего. Просто между делом сказал об этом и забыл, и все об этом забылось. А у меня это отложилось. А у вас дзынь, да? И начал об этом заниматься, а потом связался со своим товарищем Асхатом. Говорю, так, у меня есть одна идея, надо ее воплотить. А нет, сначала он говорит, у меня есть идея, которую нужно воплотить в реальность. То, что никто не делал, я хочу сделать это. А я ему говорю, у меня тоже есть такая идея. А он говорит, а какая у тебя идея? А я говорю, ну вот название проекта «Карачаево-Балкарский волкодав. Путь на вершину Эльбруса». Как ты на это смотришь? И он мне отвечает, с языка снял. Такая же идея была у меня, но там чуть другой подтип породы у нас тоже есть. Обоих хочу поднять. Но для начала хотя бы вот его. Даже так? Даже да. оба подумали о собаках? О том же думали и в одну и ту же минуту об этом сказали, получается. Вот. Ну, действительно, что бывает, да, когда люди нужные встречаются. Да. Ну, тем более, это наша общая порода, как сказать, нас просто административно карачаевцев-балкарцев разделили в свое время, создали две республики, а так мы же, в принципе, один народ, в составе России много лет живем, и это наше общее. Просто как такой народ, как карачаево-балкарцы, в реестре России не зарегистрирован, и поэтому одной породой зарегистрировать тоже не получается, нельзя. И либо балкарская, либо карачаевская. Но тут получилось карачаевская, зарегистрировали и лошадей, и барашек, и волкодавов. Поэтому числится как карачаевский, а так это наше общее. Поняла вас. Алан, были ли у вас какие-то сомнения, страхи, получится, не получится, как вы себя поведете, как самая главная собака себя поведет? Все-таки ого-го. Конечно, это впервые в истории, конечно, немножко были. Поэтому тщательно подходили к этому моменту, тщательно. Вес подобрать удачный, цвет подобрать удачный. Сначала я как не собаковод подобрал другого волкодава, он под 100 килограммов был весом, он был крупнее. Ну, типаж был идеальный, конечно. Мордостроение там, головы, лап, плеч подходило, но цвет немножко подходил, как я говорил ранее. Там у нас исключением не был черный цвет, но ходовым тоже не был. Это не наш, это пришлое, там, занесенная эта примесь со стороны там, Таджикистана, Ирана, оттуда примесь. А вот у нас в основном были такие пестрые, светлые, там, рыжий оттенок такие были. Сначала подобрал темного, но с ним, к счастью моему, с ним не получилось. Вот буквально послезавтра я уезжаю уже туда, в Балкарию, в субботу. Он мне сообщает в субботу, мне в понедельник уже ехать, уже дни забронированы. После 7 июля у него другие группы к Асхату приезжают, до 1 тоже другие группы приезжают. Он мне сообщает, хозяин, то, что, в общем, не получилось. Коротко и ясно, не получилось с ним. И буквально за один день, год-полтора планировал с ним, решал с этим другим черным псом. Год-полтора планировали? Да, с ума конечно. сойти. Это так, это не же просто. И цвет, подобрать типаж, время подобрать. Все, у собак тоже бывают свои циклы. Например, линька начинается, худеть начинают. Цвет теряется, блеск, внешний вид теряется. Это все имеет значение.
Но как тогда готовили Басхана к восхождению? Вот Потому в что я том-то знаю, и что у вас дело, были да. какие-то тренировочки. С ним тренировок не было. Не было. С тем были. Как-никак Ага. впервые. До него вот с ним были. Около полугода с ним по горам бегали, его хозяева учредительскими я Какой начал. молодец ваш Басхан. Да, да. И так получается, что с ним не получается. Да. И буквально у меня послезавтра мне уезжать, у меня один день. Я кидаюсь туда-сюда, связываясь с Казбеком Агулаевым. Кстати, тот он, который регистрацию официальную сделал за Карачайский волкодав. Вот этот паспорт, сумевший сделать регистрацию, это Казбек Магулаев. Вот я с ним связываюсь, он тоже размышляет, думает, он тоже, конечно, как опытный собаковод, говорит, у меня есть один подходящий, но он дерзкий. Минимум тебе месяц надо, чтобы он к тебе привыкал. Да. Потом у нас 3 дня. 2 дня, 2 даже дня даже, один. да? То, с кем не получилось, он мне другого пообещал найти, на второй день не отвечает, не поднимает, и все. Я понимаю, что тут дело уже печаль, с ними связываюсь, у меня один день, и он не находит его. Где как раз таки в конце города, где я живу, говорит, таких знаешь, Бекбулатова знаешь, Султана? Знаю. Вот у него есть Басхан, я его щенком еще ему подарил, вот у него все идеально подойдет. И вес не крупный, и цвет шикарный, и строение целиком, вот он идеально подойдет. Обращайся к нему. Я резко к нему подхожу, разговариваю, предлагаю Сразу эту согласился. идею. Да, соглашается. Ну, во-первых, он меня знает. Другое дело, когда подходишь к человеку с таким проектом, так-то, меня зовут так-то, так-то, вот давайте сделаем вот это. Это будет хорошее дело. Это раз. А второе, когда человек тебя знает, он уже более доверяет. И соглашается, сразу с ним уезжаем, и шикарно, тренировочки. Ну как, мы там, испытательно, вот по фильму там все это видно. Немного потренировались, да, немного? Не тренировались, испытательные, надо говорить, испытательные прогулки, но то же самое с людьми делают, точно так же. Несколько дней акклиматизация, один день на одну высоту, второй день на другую высоту, поднимаешься, смотришь на его самочувствие, на его дыхание, на его шаг и делаешь выводы, он сможет или не сможет. И вот после 4 дней прогулок мы были убеждены, он сумеет. Ну, как минимум, То есть 4 должен. дня, да, пробыли там, перед тем, как уже взойти Да, на Эльбрус? 5-й день, 7 числа 7 месяца, мы пошли на восхождение. А вот эти 4 дня вы были один с Басханом или с вашим напарником? С напарником? С напарником. Ну, он же там местный, он знает, куда идти. Он шел впереди, мы за ним. Ну, втроем мы были, можно сказать. Да, мы были втроем. Расскажите самое главное, самое интересное, как прошло само восхождение? Может, это было, знаете, непредвиденно сложным? Кажется, что все пойдет по плану, но не всегда так бывает. Абсолютно. Были приятно удивлены. Ну, не были удивлены, но... Ну как, это впервые в истории, понимаете? Это впервые, это и такую высоту брать, там нехватка кислорода, там человек даже думает по-другому. Это все по-другому, не как думаешь, не как ожидаешь. И вот тут, в общем, легче, чем и он поднялся. Впереди меня даже шел, там вот даже по фильму вы видите, что на земле, что тут, в Черкесске, что дома, что наверху, что на самой вершине, что на подъеме, шел одинаково. Вот это и показало его автохтонность, происхождение, вот именно горная порода, которая не 1000 лет формировалась у подножия Эльбруса. Так, ну все-таки сколько дней вы покоряли Эльбрус? Стандартно, обычно, ну, где-то 12 час ночи тронулись, и в 11 дня мы были уже на вершине. Так всегда, все так делают, это стандарт. Справились со стандартом, не было никаких осложнений, подождать, передохнуть, дать ему прийти в себя, такого не было. Пошли и поднялись. В общем, Басхан проявил себя просто на отлично, да? Просто на все 100. Алан, скажите, вы сняли еще о вашем восхождении фильм. Что вообще вы хотели показать или сказать своим фильмом? Ну, цель была, то, что, например, я расскажу, это одно.
это каждый, во-первых, поймет по-своему, восприятие у человека разное. А увидеть все то, что мы увидели сами, все эти нелегкие моменты, все эти красоты, можно сказать, вот эти все прекрасные и скалы, и деревья, и ледники, и снега, вот это все постарался запечатлеть на камеру. Конечно, были экстремальные съемки, запрещенные даже, можно сказать. Мой напарник мне сказал, в 2 местах, когда уже пойдем на восхождение, в 3 местах разрешают достать камеру. На высоте 5100. Слишком опасно, да, было? Конечно, опасно. Там узкая тропинка вот такая. Идешь, там нужно с лыжными палками идти. А мне их нельзя нести, потому что мне нужно держать поводья волкодава, басхана. Насколько мне идти уже опасно, а тут еще доставать камеру, а камеру доставать, оно находится внутри. Там какой минус сильный, страшный. Телефон не выдерживает, быстро садится. А он у меня находится под сердцем, внутри, сверху одета футболка, ну костюм, Для того, который чтобы он не так быстро разряжался, да, телефона, который да, вы в тепле снимали? держать. Вы держали в тепле. Да, двойные перчатки на руках, перчатки и сверху терморукавицы. Вот их оба снимать, доставать двойное термоодеяние, оттуда телефон доставать. Каждую съемку нужно вот таким вот образом делать, снимать, потом обратно ставить. И это делает на такой высоте, вот такая тропинка, чуть туда-сюда улетел каток. Ежегодно там, сколько жизней забирает Эльбрус, это не секрет никому. При нас только, когда мы шли наверх, 36 человек обратно ушли. Ну не могут, там давление, это словами не описать. У кого головокружение, у кого горняшка, у кого тошнота, обратно уходили многие. Плюс еще собака могла как-то в сторону отдалиться. Конечно, ну, если все-таки она... не синхронизированная. Да, если она подтянет, надо ее отпускать. А тут еще должен другого человека, ну, ответственность такая же есть. Конечно, конечно. Да, и вот это все показать была цель снять на фильм, на камеру. Я же говорил, в 3 местах он мне разрешил всего лишь достать камеру. Это на седловине, где привалчик. Где привал на высоте 5100 примерно, а потом на седловине и на самой вершине всего лишь. Достанешь камеру, снимай. До этого, если я тебя увижу, обратно спускаемся. Я за тебя отвечаю, ты что? Вот так он разговаривал. Ну и сколько вы доставали раз камеру? Ну, по фильмам, по кадрам, сокращающимся в фильме, это можно увидеть. Сколько раз пришлось. Но действительно, каждый красивый пейзаж, когда видишь каждый момент интересный, там, например, тень Эльбруса. Тень Эльбруса, там вот такая вот конусообразная пирамида черная, она уходит чуть ли не до Турции. Вот это хочется запечатлеть, конечно, такие моменты. Вот каждый момент пытаешься достать, а сколько раз я, конечно, уже не вспомню. Согласна. Алан, восхождение и покорение вообще Эльбруса не прошло бесследно. Данное восхождение занесли в книгу рекордов Гиннесса. Могли ли вы предположить, что вообще этим все закончится? И как вы вообще отреагировали? Ваши родственники как отреагировали? Ну, ожидали, конечно, к этому и шли. Мы это сделали бы за год до нашего восхождения. Одной из наших, кстати, остановок, почему приостановили данный проект, это если делать, то уже делать капитально. Подать на рекорд и зафиксировать рекорд. Конечно, книгу рекордов официально не зарегистрировали, но по факту оно, как вы говорите, таковым и считается. Гиннесса, кстати, в связи с ситуацией в стране, сюда не пускают зарубежных сейчас То есть фиксаторов. поэтому, да, официально это все не произошло? Да, ну, во-первых, финансово не получилось, это затянулось. Книга рекордов Гиннесса сюда зарубежную компанию не пускают в связи с ситуацией в стране и мире. А вот книгу рекордов России можно было, но и то официально не получилось, к сожалению. Ну, заявка есть, люди знают, но официальной подписи, регистрации в книге рекордов России нету. Ну, мы-то знаем, что все есть. Ну, все знают, на самом-то деле, как да. говорится, все знают, но подписи нету. Алан, ну самое главное, мы с вами уже, да, сказали не раз, Да. что все-таки это было, что все мы это знаем, что самое главное вы знаете. Ну и, пожалуйста, напоследок, с вами было очень интересно беседовать, но напоследок пожелайте что-нибудь теплое, интересное, приятное нашим телезрителям. Самое главное, желаю энтузиазма. Если он будет присутствовать, если он не иссякнет, то в жизни всегда будет успех. Не обязательно куда-то на Эльбрус
или же там спорте. У кого какие интересы, чтобы в этом направлении был энтузиазм, была цель в ее достижении, чтобы было желание. Энтузиазм, замечательное пожелание, Алан. Ну, вам огромное спасибо и за такие теплые слова, и за то, что сегодня были с нами. Надеюсь, видимся не в последний раз. Я тоже на это надеюсь. Вам тоже спасибо за приятную беседу в этой уютной обстановочке.